Последние приготовления. Студийные работники абхазского телевидения ставят декорации, настраивают свет, проверяют технику. Скоро здесь кандидаты в депутаты Народного собрания будут отвечать на вопросы избирателей. Послушать их внимательно, а затем сделать выводы, чтобы 12 марта отдать свой голос самому достойному. Главное не пропустить эфиры на главном канале страны. Согласно закону о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, всем кандидатам в депутаты предоставляется равное бесплатное эфирное время на государственном канале. Руководство АГТРК провело рабочие встречи в Центральной избирательной комиссии. Утвержден план равного симметричного доступа каждого из кандидатов к эфирному времени. Главная задача и АГТРК, и ЦИК предоставить всем кандидатам равные права и по хронологии, и в различных форматах. И поэтому было принято в ходе жеребьевки решение, что если теледебаты будут в начальные дни календарного плана, то беседы будут в завершении календарного плана. Точно так же будет принята жеребьевка по роликам 3- и 5-минутным. И точно так же эти ролики тоже будут распределяться симметрично. Это сделано специально для того, чтобы у каждого из кандидатов в депутаты были равные права и по времени, и по эфирным дням. Трансляция предвыборных дебатов на канале АГТРК начнется 17 февраля и завершится 11 марта. Откроют дебаты кандидаты в депутаты от 11-го Бзыбского и 34-го Творчалского округов. Теледебаты пройдут между кандидатами в депутаты, баллотирующимися по одному избирательному округу. Таким образом, во время предвыборной кампании на канале абхазского телевидения состоится 35 эфиров. Телезрители также могут принять участие в теледебатах, присылая свои вопросы на электронную почту parlament2022tv@gmail.com. Выборка вопросов будет производиться с участием комиссии ЦИК. Это делается для того, чтобы в эфир поступали более разнообразные вопросы, чтобы вопросы не дублировали друг друга. В эфире АГТРК будут указаны контакты почтового ящика, и каждый день в эфире АГТРК будет объявляться о ближайшем эфире, о ближайших округах, по которым будут проходить теледебаты в вечернем эфире. И зрители могут заранее присылать свои вопросы на указанные электронные адреса. Всего телезрителям АГТРК будут представлены 4 формата – дебаты, беседы и видеоролики. Руководство компании совместно с ЦИК определило 18 минут бесплатного эфирного времени, из которых 15 минут выделяется на теледебаты, 3 минуты на агитационные ролики. Теледебаты будут проходить ежедневно в будние дни. Кроме того, всем кандидатам предоставляются равные условия при использовании платного эфирного времени. Одновременно с прямыми эфирами будут обеспечиваться прямые трансляции на сайте АГТРК, YouTube-канале и Facebook. Было принято решение показывать теледебаты только в будние дни. Это связано с тем, что в будние дни плотность эфира намного выше, чем в выходные дни. И опять-таки же, чтобы у всех кандидатов были равные права и попасть в более рейтинговые дни, было принято такое решение. То есть все теледебаты будут проходить с понедельника по пятницу, но ролики могут быть и в рабочие дни, и в выходные дни. Дополнительную информацию кандидаты в депутаты могут получить по телефону 710 14 36. Они могут получить всю информацию о количестве роликов, о хронометраже роликов, о правилах и эфирных днях, и теледебатов, и бесед, и роликах в 3-минутных и 5-минутных, чтобы у кандидатов в депутаты была подробнейшая информация на эту тему, и более того, им могут рассказать о том, по какому сценарному плану будут проходить сами теледебаты. Они могут заранее эту информацию получить у нашего координатора. Время выхода в эфир теледебатов ежедневно в 21:00 после выпуска новостей. Количество теледебатов в день и их продолжительность зависит от числа кандидатов в округах. Шазина Харнагуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.